Друзья, привет! Сегодня у нас будет обзор нашего праздника Эсех национального. Я вот сейчас приехала в поселок Арелах. Смотрите, там какое озеро красивое. И буду для вас снимать наш праздник национальный в этом поселке. Этот поселок находится недалеко от поселка Алмазный, где мы проживаем. Ну, километров 9, наверное. Вот ни разу я здесь не была на Эсехе. Сейчас мы все посмотрим. Здесь немножко такая природа другая. Более, по-моему, зеленая. Видите, какие вон травки, озерки. И с этой стороны тоже вон красиво. Там птицы вон летают. Очень красиво здесь. Вот. Сейчас я все посмотрю. Вам покажу. Интересно, конечно. Первый раз я здесь на Эсехе нахожусь. Здесь, вот видите, уже встречают через обкуривание. Такой обряд. Тоже, получается, с 9 утра до 10 вечера будет. Там еще в конце дискотека. Ну, мне хотя бы половину дня бы застать. Дела тоже домашние. Никто не отменял. Здравствуйте, с праздником! О, посмотрите, тут уже окуривание идет. Ага. Вот так вот все красиво здесь у нас. Поглядите, какая красота. Ну, нужно, да? О, видите? С праздником, с праздником. Ага, с праздником всех. Ой, как красиво здесь, а? Посмотрите, какая здесь природа. Ой, как красиво просто. Что-то мне здесь так нравится. Шикарный вид. Тенечек. И здесь такая аллея. Красота. Ой, я слышу уже национальные наши звуки, музыки. Наш родной якутский мотив слышу. Сейчас посмотрим. Ух ты, мне такое ощущение, как будто здесь правда национальный праздник. Не на галочку, а чисто вот как по-деревенски должно быть. Сейчас посмотрим. Вот это у нас СРГ Канавязь. Видите, вот 3 таких столба. Вот они являются тоже как бы частью нашей культуры якутской. Называется СРГ. В древности вот таким столбам привязывались кони. Наверное, я думаю, вот эта выемка даже как бы получается за ту выемку. Видите, да, сверху? Ну, вообще символ считается у нас СРГ. В каждом доме практически в древности они были. Сейчас я не знаю, ставят, нет. Но у нас точно, когда был частный дом, мы всегда вот СРГ у нас там был, и всегда как бы там мама какие-то обряды там производила, оладьи положить могла. Видите, какая здесь обстановка? Ой, такие все нарядные, красивые. Вон молодежь тоже, я смотрю, в белых одеяниях. Вот главная сцена. И видите, вон там вот сарданы у нас как раз таки, которые наши выросли в нашем огороде у мамы. Вот они сарданы. Вот. Сейчас вот все такие нарядные бабушки. Тоже сидят, ждут праздника. Вот такой вот у нас праздник. 21 июня вообще-то он отмечается. Но в этот раз почему-то они немножко на неделю задержались. Ну, это потому что был наш районный Эсех, и потом все-таки в Сунтары многие уехали на праздник. Там тоже был юбилейный Эсех, и поэтому многие туда уехали. Наверное, поэтому задержались. О, кымыс, однако, продают. Давайте посмотрим, сколько стоит кымыс. Кымыс или бырпах. О, шашлычки есть. Вон цены, поглядите-ка. Так, шашлык 350. Ой, как все вкусно, с праздником, девушки. О, поглядите, все аппетитно как. И вот здесь тоже какие-то украшения продают, я смотрю, да?
Обязательно. Здравствуйте, с праздником вас. Спасибо вас. Якутская продукция, да? Да. Да? Есть, но российская в основном. Ай, красивые какие, видите, да? Вон. Ага, видите, Чорона, вон серьги какие. Обожаю серебро. Серебро, это, мне кажется, самое лучшее, драгоценное. Ой, швейная машинка, посмотрите, а. Это для Ой, классно, классно. серебро, да? Да. Эх, я не взяла с собой монетку. Что-нибудь я бы сейчас взяла бы себе. Серебряные вещи я обожаю просто. Самый чистый материал, наверное, считается у нас. А вот это тоже в якутском стиле обереги. Харасхалы называется, да? Да. Видите? Вот. Ну, сейчас я вокруг так обойду, а потом уже главное будем смотреть мероприятие. Будет обряд производиться. Так что посмотрим просто, что тут девчоночки наши продают. Тоже что-то красивенькое такое. Здравствуйте, с праздником. Это такие эти, да, магнитики, да? Магнитики еще есть, моментальные магнитики есть. Классно. То есть это можно сразу сфотографироваться, да? Сразу фотографируемся, и через 15 минут уже готово. Клево, как придумали. И магниты нашего города, промирные, авторские фотографии. Вот такой рецепт. Такие большие 350, маленькие 250. Смотрите, вот, ребята, если вам надо, можете позвонить и просто договориться. Да? Да. Вышлите, да? Продукцию. Ладно, спасибо. Так, какие-то лотереи, там что-то тоже есть. Беспроигрышная лотерея. О, Саргалана и здесь. Это моя знакомая. Привет, с праздником. Вот. Ага, с Исехом. Ну, наша продукция, конечно, у Саргаланы всегда аутентичная, в единичном экземпляре. Всегда все шикарно. Вот, смотрите, номер телефона покажу. Созванивайтесь, заказывайте. Это все, то прям ручная работа. Из полимерной глины. Ух ты! Здорово, как придумала-то. Голубика, красная смородина. Видите, это брусника. Ага. вообще здорово, прям это все же ручная работа у Саргаланы. Мастер, мастер. Ну ладненько, пойду дальше. Ага. Вон тоже, видите, все вот, все в якутском стиле, коврики, все национальный колорит у нас тут. Ох ты, блин, я люблю кепки, ё-моё, Якутии тем более. Надо, наверное, мне кепку взять, что ли? Как вы думаете, ребята, друзья, взять мне кепку или нет? Сейчас я думаю. У меня уже давно не было кепки. Но я вот черную бы такую хотела или серенькую. Это прикольная, кстати, такая бежевая. А почем кепки у вас такие? 650, да? Классные такие кружки еще. Тоже харасхалы вон лежат, обереги. Тоже все в национальном колорите. Красота. Это все вот тоже ручная работа. А вот такой почем? Классный такой, красивый. Наборчик. Все здорово. Это все люди сами делают. Ух, красота. Эх, а кому нравятся ножи, вот, пожалуйста. Настоящие якутские ножи. Не берите подделки. Подделок очень много якутских ножей, но надо якутского мастера именно искать, чтобы настоящий был нож. Смотрите, вон старые, видите, фотографии. Это орловские, да, именно? Да, совхоз новый. Потому что раньше видите, теплицы были, птичники, ферма. Все было раньше здесь в совхозе, а сейчас это, не знаю, птичник тоже есть. Работает, да? А птичник работает? Тоже работает. Вон, видите, да? Вот надо сохранить, потому что сельское хозяйство же очень у нас. Конечно, да, вообще надо восстанавливать сельское хозяйство. У нас есть, вот яйцами все, весь мирный район снабжают. Да, мы яйца едим только совхозовское. Так что у нас, видите, этот поселок, он же не просто поселок, это все-таки база для сельского хозяйства. Вот заново бы это все восстановить, было бы здорово. Просто здесь и луга, можно и коров держать, и лошадей держать.
Вообще шикарно, конечно. Вот люди работали, видите, да? Это вот не просто так, они все-таки столько труда внесли в этот поселок, в развитие поселка. Так, еще посмотрим. Тут что-то они делают. А это тоже, кстати, для обряда, видите, да, подготовили еду духов, вот, угощают. Праздник-то такой у нас сакрального значения имеет. Тоже он. Это вы гостей угощать будете, да? В час будет конкурс тюльбе. И вот специально наш шеф-повар приготовил 60 разных блюд, потому что 60-летие Ничего себе, здорово, да? Плоть, считай, мозги коровы. Вон голову коровы он взял и полностью там из него здорово. Приготовил. В общем, это еду шеф-повар подготовил для конкурса. Тюльбе будет конкурс. А во сколько будет он? В час, да? Ой, надо подойти обязательно. Суп из хвоста коровы. Ух ты! Мозги коровы. Вот эти галяхи. Ну, традиционные блюда. Саламат. Саламат, да? Потрохов. Короче, все наши национальные блюда вот сейчас здесь на конкурсе будут представлены. Здорово. Приходите. Ага, спасибо. Так что обязательно подойдем и посмотрим. Я сейчас прям иду и чувствую прямо как будто бы праздник-то у нас в деревне. У меня мама-то прям из глухой деревни. И когда я маленькая была, мы туда ездили всегда на Исех. И вот Исех там вообще так, вот так же практически в поле вот он отмечался. И там прямо вообще какой-то колорит тоже такой чувствовался, что действительно это Исех, вот национальный праздник. Эмоционально чувствуется, что это действительно Исех. Вот, видите, да? Вот сейчас будут производить алгыс. Обряд сейчас будет открытие, в общем, нашего Исеха. Торжественное тюльге устроили Исех с добрым предзнаменованием. Настал час торжества, начинается церемония открытия национального праздника Исех. Күн тақсыта, көк қаллан орсынуттан, алай сарыл анныттан айы көтердері, кырылақ тумыстақ, кылжылақ харақтақ, кыл бағыр жүннәқ, күн тылыбык бұғылақ, күн кынасырылақ кыдалыттар, кыл баманан тахаланан, Исех ыхар ытык кырдал бұтын, ырастан арчылан әрәллер. По преданию седой старины, белые стехи несут счастье и радость. Кому удавалось увидеть божественный танец стерхов, тому предначертали верхние божества счастливую и долгую жизнь на земле.
Ан, өтік түгілге бейт айқалланна, жол соргу тубуста. Настал час благословения Алгыс, испрошения у 9 верхних божеств Аи во главе с белым создателем господином Үрүңар Тойоном. Счастья и благополучия, здоровья и удачи. Sueños que habit que mis que está que jondoro ay maldiche uruy tusko uruy 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 Челей солка себердер сирге тие симените, кыгыл көмүс кыбытыла алмаста.
красоту, усмехается и греет ярким румянцем, а ее озорные дети, духи трав и деревьев, девочки около и моторой, весело перешептываются на все лады, властительших. Бастыбыллах, чуынан эхилеген алақтақтыра, күнді маны үлжіттар, эхигені орыйон жағалтатын атыттан, беге үрің тұнақ ұғығынан әғірділербін көңіллән. Дорогие жители села Арылах и гости районной администрации, поздравить вас с нашим национальным праздником Исехом. Вот эти блюда сейчас подготовили. Сейчас будет скоро конкурс. Вот видите, да? Совместный шеф-повар подготовил такую красоту. Так. Вижу, уже язычки вон лежат нарезанные. Ох, столько вкусноты якутской. Из якутской кухни, в общем, все. Красота. Друзья, прогуляемся дальше, посмотрим, что здесь есть у нас. Так, я тоже вижу, здесь что-то, какая-то лотерея, видимо, происходит. Да, точно лотерея. Давайте посмотрим, что еще здесь продают, что представлено. Ну, тут... Да, здесь для детишек он. Вот, смотрите, сейчас вот тюгельге везде. Вот. Ух ты, а это что-то тут. Кто-то уже украсил тюгельге. Тулукчан. А, это, кстати, представлено от детского сада. Тюгельге, видите, да? Вот. В общем, у нас тут есть такая традиция, как бы, да, каждая организация представляет свою урасу, и там они украшаются по-разному. Видите, сейчас они здесь вот так вот, это получается ураса от садика, детского сада. Вот они украсили, это как конкурс, между собой у них происходит конкурс. Там вот фотозона, можно сфотографироваться. Вот такая вот красота у нас сейчас здесь есть. А вот это, видите, древняя наша якутская национальная посуда. Вот, вот такие чорончики здесь представлены. И вот туиски, они из коры березы делали раньше. Ну, в основном все из натуральных материалов. Вот. Друзья, вот то, что сейчас вы видите, это называется чапарахи. Их раньше в древности на наших лошадей женщины вот такую красоту шили, вышивали. Ну, возможно, раньше, я не знаю, там, может быть, не было вышивки. Ну, в общем, они это как бы покрывали лошадей вот этими чапарахами. Вот. И вот здесь тоже есть такой вот чапарах красный, вот с такими вот кисточками уже. Более, наверное, усложненный вариант. Ну, хотя он, наверное, скорее всего... По идее, тоже такой же по сложности. Так, вот сейчас дальше идем. Посмотрим здесь. Ух ты! А, кстати, не заметила, видите, да? Тут еще в урасе вон представлена лодка с карасями, сети и караси. Здорово, они вот эту классную такую инсталляцию придумали для фотографий. Молодцы! Ну, попозже я зайду, все пофотографирую, вы пока смотрите. Так, а здесь тоже ураса. Ой, тоже здесь так здорово украсили. Давайте зайдем, посмотрим.
праздником вас, праздник. Ух ты, смотрите, да, здорово. Настоящая шкура северного волка. Это вот наши... Так, это кто? Соболь, колонок, наверное, или писец. Ну, писец маленький, кстати. Вон, видите, да? Туесок. Здесь, в общем, атрибутика такая наша, вот чисто якутская. Шкура медведя. Это шкура медведя настоящая. А вот волк. Волки, они такие огромные, на самом деле, большие. Вот. И здесь тоже картина. И разная вот утварь якутская, чороны, кружки. В общем, и такая вот еще красота есть в якутском стиле. Красиво, молодцы. Украсили так. Такая погода еще шикарная. Друзья, видите, здесь, по-моему, будут сейчас прыжки. Что-то там ребятки вон готовятся. Спортсмены, видимо. Видите, он как ножкой туда-сюда, туда-сюда. Готовятся, ребята сейчас будут выступать. А здесь что у нас есть? И видите, да? Вот он вариант лошадь и чапарах сверху, вот именно тот. А это вот такой СРГ. Кымыста? Да? Или бырпах? А, бырпах, да? Ну, бырпах, вот вы знаете, на самом деле, кымыс это из лошади, из кобыльего молока. А бырпах это у нас из молока коровьего. В общем, ну, тут столько вариантов кымыса, бырпаха, кто как хочет. Обязательно на ИСЭХе у нас присутствует спорт, ну, разные виды спорта. Там может быть, наверное, стрельба из лука. Кстати, сейчас будет стрельба из лука, также вот перетягивание палки. Ну, в общем, национальные якутские игры. Так, потихоньку подходим. Так, уже записываются участники. Обычно кто хочет, тот и участвует в масс-рестлинге. Вот. Оно как бы считается такое спортивное состязание, даже, наверное, на международном уровне, потому что и чемпионы свои есть, в Якутске всякие разные тоже. Сейчас начнется мероприятия, поэтому среди вот масс-рестлинг. Дети. Сейчас будут дети, ну ладно. Через час, 2 часа начинается масс-рестлинг среди взрослых. Через 2 часа будут. Ладно, я попозже подойду тогда. Там тоже какие-то призы будут за то, что победил. Проверяйте друг друга. Детишки. Будущие масс-рестлеры. Так, я хочу подойти, посмотреть. Там лошади стоят. Не пойму я, настоящие это или нет. Сейчас мы посмотрим. Они здесь, видите, тоже представили. Да, они вот это, видимо, представили как экспозиция. Настоящий, что ли? Такое ощущение. Для фотографий, видимо, сделали. Ах, вот все такие молодцы. Они так здорово организовали. Это вроде такой поселок-то маленький на самом деле. А они так прямо все четко придумали. Очень-очень здорово. Еще здесь можно профессиональные фотографии сразу сделать. Круто ж придумали. Вон. Все, я поняла. Я вчера, кстати, ехала с девочками. Они везли вот эту атрибутику. Понятно. О, национальный колорит. Видите, да? Туески вон с ягодой. Это вот тоже все в якутском стиле сделано. Ох, поглядите-ка. Он ботур стоит. Девушка, видимо, держит. Кумыс пьет, что ли. И вот так вот у них. Ну, здорово, конечно, придумали-то. Здесь тоже, видимо, чем-то угощает. Полевая кухня. Вон кашу они готовят. Шикарный узбекский плов. Ну, наверное, он якутский, скорее всего. Такая атмосфера. Настоящие лошади. Ё-моё, я думала, муляж, что ли, стоит. Поглядите, это же настоящие наши лошади. Вот они, наши якутские кони. Вот они какие красивые наши лошадки. Такие спокойные.
Вот, видите, они сейчас такие гладкие. На самом деле они зимой будут, ну, такие прямо с густой шерсткой, потому что холодно же все-таки. Вот, чтобы не замерз, у них вот эта шерсть отрастает. И все. Но что-то они без чапараха стоят. Вот, было бы еще классно, если чапарах на них положили. Вообще супер было бы. Дерево наше стоит. Атрибуция для фотографий. Тоже вон стол. Видите, все в якутском колорите. Мне так нравится этот эссе, кстати. Очень понравился. Вот, тоже якутский колорит. Ну, сейчас, видимо, тут идет конкурс. Как тепло от него, кстати, от огня-то прям. Ой, сколько еды! Просто обалдеть! Ух ты! Как красиво все выглядит. И главное, очень аппетитно выглядит. Сейчас будут пробовать. Это конкурс сейчас идет. Посмотрим. Да, видите, это не просто готовить надо, а еще и хорошие помыслы иметь, чтобы еда вкусная получилась. Вот шеф-повар стоит, который все это приготовил, всю эту вкусноту. Спасибо большое. Попробую я пирожок. Слушайте, он такой вкусный пирожок. Кстати, кёрчах, видите, настоящий якутский кёрчах. А это ытык. С помощью вот этой сбивающей штуки ытык сбивается наш кёрчах из сливок. А это якутские оладушки, ну, точнее вафли. Вот они как десерт, в общем, представлены. Так что вот такой вот богатый стол предоставил сегодня шеф-повар. Сам приготовил, все. Молодец, большая умница. Ой, тут тоже вон татаина. А, татаин — это наша местная продукция известная. Они базируются, по-моему, в Сунтарах. Но они имеют точки и по Мирному у нас. Тоже вон привезли свою продукцию. О, еще и вот что-то они тут поставили посуду. Здравствуйте, с праздником, девушки. Все татаинное готовит, приготовили девушки. Так что я сейчас взяла шашлыки. Мама мне заказала шашлыки на нас всех. Пирожки взяли с местной продукции нашей. Советую, в общем. Цены оптимальные, так что, скорее всего, наверное, подешевле, чем в многих местах. Там вот огохай уже поют, там вот происходит у нас конкурс одежды. Здесь у нас спортивные мероприятия происходят. Ну, в общем, сейчас еще вот подойду туда, тоже вам покажу. Масс-рестлинг. Интересно, какие призы? Вот я бы хотела Васильев узнать. Антон, Савинов свободный. Сидоров Александр, Тасюрях красный. Васильев Антон, Тасюрях в общем, синий. Дети пока что. Не дети, подростки участвуют. Все, пошли. Вот, видите, да, захват обязательно должен быть. Опа, оп, все, красный. Васильев Антон. Так, ну что, кто победил? Ой, подожди, Данилов Ростислав. Ну, в общем, он уже победил. Так, друзья, смотрите, сейчас идет уже у нас взрослая категория возрастная, масс-рестлинг. Сейчас вам покажу, вот видите, как они. Опа. Ай, что-то как-то они так, конечно, это, без энтузиазма, что ли, участвуют. Обычно там вообще такие крики. Вот видите, там стоит в конце, да, ну не в конце, вот напротив меня, вот группа ребят. Они постоянно участвуют во всех их обсагаи. Вот сейчас в масс-рестлинге, видимо, тоже будут участвовать. Вообще, друзья, видите, эта дорога, получается, идет к парку в поселке. А сейчас мы выходим, наоборот, в сторону поселка. И там вот где-то должны соревнования по луку, по стрельбе из лука. Вон, видите, там стоят в конце мишени утка, заяц и еще кто-то.
Вот. Тоже национальные игры. Вот сейчас мужчины здесь участвуют. А я своей знакомой что-то не вижу. Она, наверное, уже отстрелялась. Посмотрим сейчас, он попадет или нет. Ну, давайте. Опс. О, чуть-чуть. Маленько совсем. Вон, друзья, видите, да? Заяц, утка и белка, по-моему. Не помню я еще. Или цыпленок ли. Опа. Чуть-чуть, по-моему, да? Во-во-во-во, молодец, молодец. Ну, вот так вот, такие вот у нас тут игры происходят. Весело мы проводим наш рылахский праздник. Друзья, сейчас здесь происходит огохай. Вот, наверное, конкурс запевал, в общем, видите? Дарина Васильева. Один запевает, а другие вот подхватывают. Национальное тоже хоровод такой. Но сейчас мало людей участвует, а потом, наверное, в конце будет много людей участвовать. Петров Семен. Синий угол, Петров Илья, красный угол. Мирный у нас Сюльдюкар. Так, из Мирного и Сюльдюкара участвуют. Весовая категория до 60 килограмм. Алтон киде, бастыгиз месте. Тарды барда, тут. Ча-ча, давай. Семенета, Сан Бирнулга, Петров Семен Тотыга. Молодец, стар. Счет 1-0 в пользу спортсмена синего угла. Дождь пошел, все убежали, спрятались. Но тут еще остались ребята, которые не участвовали. Ну давайте сейчас посмотрим, и я пойду, наверное, уже домой. Савина Владимир Кёхмуннук. Егорович Слав. Так, давайте. Палку на середину, да, икке гүстә отыр булак, та мастостар болу. Иде тат, көмис. Арсан Бирнулан кайны. Все, он один раз победил, сейчас второй раз вытянет, и он победителем будет. Счет 1-0 в пользу спортсмена.